И начинаем мы нашу выводку традиционно с одной из самых древних пород. Самые знаменитые, самые грациозные арабские лошади. При формировании этой породы большую роль сыграли постоянные войны арабов-бедуинов, которые использовали этих лошадей как военных. В результате такого специфического отбора в условиях пустынь и полупустынь появилась некрупная, плотно сбитая, породная лошадь, очень выносливая и резвая на галопе, обладающая превосходными движениями на всех аллюрах. И сейчас на манеже питомец самого известного конного завода, занимающегося разведением чистокровной арабской породы. Терский конный завод представляет жеребца Жасмин Терск, 2014 года рождения. Это призер национального регионального шоу «Восходящая звездочка» Терского завода. Арабские лошади сегодня используются в основном в скачках, конных пробегах, а также как лошади для шоу и любительской езды. Лошади эти небольшие, но очень нарядные. И не случайно Галина Уланова говорила еще более высокую сумму – $2,5 миллиона. Многие арабские лошади, выведенные в СССР, признавались чемпионами мира по экстерьеру. Итак, большое спасибо, можно поаплодировать. На самом деле лошади очень хорошо понимают, что они нравятся вам, поэтому не стесняйтесь. И вот на манеже еще один представитель чистокровной верховой породы. Жеребец Да Винчи, рожденный в конном заводе «Ковчег» Ленинградской области. Конный завод «Ковчег» – хозяйство молодое и занимается разведением пони, арабских чистокровных лошадей и лошадей латвийской породы и лошадей немецкого корня. Лошади этого завода отлично показывают себя на ипподромных испытаниях, в шоу, дистанционных конных пробегах и в классических видах конного спорта. А арабский чистокровный Да Винчи – это молодой жеребец. С возрастом он посереет и будет примерно такой же масти, как Спасибо большое. Теперь И вот на манеже появляется великолепный ахалтыкинский жеребец Баян, ведущего хозяйства по разведению этих лошадей, Ставропольский конный завод. Баян – это молодой жеребец, ему всего 3 года, сын Мелибергута и Мелины. В этом году из 5 стартов он занял 4 призовых места на ипподромах России. Занял 2-е место в большом всероссийском призе дерби на дистанцию 2400 метров на Пятигорском ипподроме. В то же время это достаточно крупный жеребец, 160 сантиметров в холке он имеет. И обратите внимание на масть этой лошади, буланая. Для ахалтыкинской породы характерно огромное разнообразие мастей. От светлых, серых и изабелловых до вороной. И вот перед нами Баян, самый, наверное, узнаваемый ахалтыкинской масти, золотисто-буланый. Ахалтыкинская лошадь по экстерьеру производит незабываемое впечатление, своеобразие форм, редкая красота, исключительная породность. Вот характерные черты этой лошади. Большое спасибо. Лёгкостью. Описывая впечатление от Всемирной конной выставки в Париже в 1867 году, признанный российский эколог Коптев писал о группе русских верховых лошадей. Надо видеть этих лошадей, чтобы понять тот восторг, который они произвели на публику. К сожалению, после гражданской и Великой Отечественной войн практически все поголовье лошадей русской верховой породы погибло или было утеряно. В 1979 году по инициативе сотрудников кафедры коневодства Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева
была начата работа по воссозданию породы. И вот сейчас перед нами питомец Старожиловского конного завода, трехлетний вороной жеребец Винчестер, внук прославленного барина, участника 2 олимпиад в Сеуле и Барселоне. Его рост составляет 173 сантиметра. Сегодня русская верховая порода уверенно продвигается в число лучших пород для использования в выездке. Эти лошади используются для комплектования кавалерийского почетного эскорта президентского полка. И Старожиловский конный завод – это единственное крупное хозяйство, занимающееся разведением и выращиванием лошадей русской верховой породы. Спасибо большое. Ну и коли мы начали говорить об отечественных лошадях, сейчас мы вам представим, наверное, самую старую отечественную породу верховых лошадей. Порода насчитывает более 300 лет своего существования и носит название Донская. История донской породы неразрывно связана с историей российского государства. Первый конный завод на Дону был основан атаманом Матвеем Платовым в 1770 году. Это казачья донская лошадь, на которую оказали влияние персидские, карабахские, туркменские, английские, чистокровные и арабские производители, сегодня являются одними из самых редких лошадей. Так, если в войну с Наполеоном войско Донское выставило 60 тысяч всадников, каждый всадник сегодня привезли к нам на выставку конный завод имени Буденного. И вот на манеже появляется жеребец донской породы Танк. Ему всего 3 года. Он сейчас проходит подготовку в конно-спортивной школе «Юность Москвы», филиал «Планерная». Традиционно в работе с донской породой придается большое значение культивированию крупности, широкотелости, костистости. Современные дончаки мономастные, они все рыжие, но разных оттенков. От светло-золотисто-рыжий до темно-золотисто-рыжий. Вот такой уникальный блеск масти золотой характерен только для донской и буденовской пород лошадей. Эту масть они взяли от своих предков, от карабахских лошадей. Итак, конный завод Буденного представляет нам жеребца Танк. Конный 8-го года. В сердце образ слепящего глаза золотого облака. Ведь эти лошади поистине являются настоящим золотом России, ее национальным достоянием. На манеже жеребец буденовской породы Инжир рожден также в Агросоюзе Юг-Руси, конный завод имени Буденова. Инжир является неоднократным чемпионом породы. Он в прошлом году также демонстрировался на нашей выставке. И так же, как и его соконюшенник Донской Танк, он проходит подготовку в конно-спортивной школе «Юность Москвы», отделение «Планерное». Инжир является потомком великолепного жеребца Изюма, дважды абсолютного чемпиона СССР по конкуру. Сегодня основным направлением использования лошадей буденовской породы является конный спорт. Все 3 его разновидности – троеборье, конкур и выездка. Сегодня это единственное в 50-х годах 18 века в своем подмосковном имении «Остров». Но в полной мере недюжинный талант Орлова как зоотехника раскрылся позднее, когда Екатерина II после дворцового переворота 1762 года пожаловала ему в Воронежской губернии земли вместе с крепостными. И вот на манеже представитель орловской рысистой породы, 2-летний вороной жеребец Маршал РТ. Принадлежит он ООО «Роща», Саратовская область. Маршал – сын Шапура и мерной поступи. Он принадлежит к линии исполнительного. Это молодой жеребец. И пока продолжим немножко истории. Граф
Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский ставил задачу доставили лучших жеребцов и маток из дворцовых конных заводов, а также 12 трофейных жеребцов и 9 кобыл из Аравии и Турции. Наследие победы в русско-турецкой войне 1774 года. И вот на манеже кобыла орловской рысистой породы, кобыла, которая приехала с родины орловского рысака. Хреновской конный завод Воронежской области представляет кобылу Пальму. Пальме 4 года. Принадлежит она к самой распространенной линии в орловской рысистой породе. Это линия знаменитого Пиона. Пальма является призером традиционных призов для лошадей орловской рысистой породы на центральном московском ипподроме. Великолепная, мощная, серая кобыла. Пальма представляет нам ее Хреновской конный завод. Спасибо большое. Хреновской конный завод был основан в 1778 году, где Орлов уже создал эту породу и первым начал испытывать лошадей на резвость и отбирать для заводского использования наиболее резвых и выносливых на Руси. Характерна серая масть, но встречаются представители рыжей, вороной и гнедой масти. Сейчас на манеже кобыла орловской рысистой породы, которую нам представляет первый московский конный завод. Кобыла Карамбола. Ей всего 5 лет, она 2013 года рождения, дочь Бересклета и Капризной. Является призером традиционных призов для кобыл орловской рысистой породы на центральном московском ипподроме. Прекрасно сложена кобыла, мощная, крупная. И не случайно именно тройка орловских рысаков одно время была на заставке всем известной программы «Вести». Это была тройка первого московского конного завода. Спасибо большое. В середине прошлого столетия породу прославил исключительный красавец орловский жеребец «Квадрат». Он победил в номинации «Лучший экстерьер» на всесоюзной выставке сельского хозяйства. «Квадрат» дал богатое потомство, более 600 потомков. Ему поставлены 2 памятника, один на ВДНХ и другой в московском конном. В этом году и сейчас будет кобыла 2001 года рождения, ей 17 лет. Это кобыла-ковбойка, дочь знаменитейшего жеребца ковбоя и Капризной. Она имеет пожизненные рекорды 3 лет на дистанцию 2400 метров. 3 минуты 25,7 секунды. 4 лет дистанция 1600 метров. 2 минуты 9,1 секунды. Эта кобыла выиграла осенний Орловский приз, приз реки Волги и приз Гондолы. Практически каждый год она дает жеребят. Нарядная, воротная. И жеребята у нее, ей под стать, это участники традиционных и именных призов, победители и участники выставок в Москве, в Санкт-Петербурге. Итак, кобыла ковбойка. Большое спасибо. Настал черед богатырских коней. И опять-таки в России разводят несколько тяжелоупряжных пород лошадей. А начинаем мы по возрастанию габаритов. Самые маленькие тяжеловозы носят название русской тяжеловозной породы. Справиться с такой лошадью сможет и ребенок, и пожилой человек. Русские тяжеловозы обладают прекрасной плодовитостью. В конных заводах на 100 кобыл выход жеребят
составляет от 80 до 85%. Это очень неприхотливые лошади. И подсчитано, что современный русский тяжеловоз по производительности не уступает небольшому трактору, а по экономичности значительно превосходит его. Большое спасибо кобыла Тельза и Вологодский конный завод. Те, кто был в прошлом году, помнят рыжечавую кобылу Бразилию советской тяжеловозной породы. А сегодня на выставку приехал ее сын. Ну и пока он к нам подходит, немножко о советской рабочей лошади. Кобылы советского тяжеловоза дают рекордное количество молока, и они очень скороспелые. Советская тяжеловозная порода выводилась путем скрещивания брабансонов с местными упряжными лошадьми. Позже для создания новой породы использовали першеронов, суфольков и орденов. И вот на манеж входит наш красавец, жеребец-бразилец. Его нам представляет общество с ограниченной ответственностью «Агропромсервис». Это Мордовский конный завод. Бразилец сын залива и Бразилии. У него высота в холке составляет 170 сантиметров, обхват груди 217 сантиметров и обхват пясти 25,5. Мощный, огромный и в то же время очень уравновешенный жеребец. Мордовский конный завод существует с 1931 года. Советские тяжеловозы этого хозяйства под влиянием условий подбора, кормления и воспитания некоторое время уклонялись в сторону большей крупности, подвижности и правильных конечностях. Сегодня советские тяжеловозы агропромсервиса являются достоянием России. Это самые сильные и выносливые лошади с большой перспективой. Большое спасибо, жеребец-бразилец. Принадлежит он, кстати, к линии Румба, является одним из последних представителей этой линии. Местных пород с шайрами и клейбездалем. Главную роль в формировании новой породы сыграли клейбездали. Работа проводилась в племенных совхозах и на племзаводах Юрьев-Польского и Суздальского районов Владимирской области, а также Гаврилово-Посадского района Ивановской области. И сейчас перед нами на манеже владимирская кобыла лучезарная, которую нам представляет Госплемзавод «Родина». «Родина» была основана на месте Гаврилово-Посадского конного завода, является наследником Гаврилово-Посадского конного завода, одного из ведущих конных заводов по разведению владимирских лошадей. Для владимирских лошадей характерны темные масти, в основном гнедая и вороная, и белые отметины на голове и ногах. Официально порода зарегистрирована в 1946 году. Итак, напоминаю, перед нами кобыла лучезарная, 7 лет, ей 7 лет. Мощная, крупная, 173 сантиметра в холке. Спасибо большое. Владимирские тяжеловозы очень выносливы и неприхотливы. От других тяжеловозов они отличаются значительной энергичностью и подвижностью, и не случайно рекорд по быстрой доставке груза рысью за владимирской лошадью. Это является абсолютным рекордом для тяжеловоза Владимира Ивановича Фомина. Владимир Иванович Фомин – это, наверное, единственный мастер управления лошадьми, мастер-троечник, который съезжал тройку из таких вот богатырских коней. На манеже жеребец-производитель государственной заводской конюшни имени Фомина, жеребец Гук, неоднократный участник, победитель и призер всероссийских и международных выставок.
великолепный, вороной масти, мощный, нарядный и в то же время очень подвижный и добронравный жеребец Бук. Владимирская заводская государственная конюшня имени Фомина представляет нам этого красавца. Можно поаплодировать, я думаю. Спасибо большое. Еще одна порода, которая производилась это порода импортная. Порода носит название неизвестно от русской кавалерии. Рыцарь был очень тяжелой ношей, поэтому и породы лошадей для них нужны были особенные, богатырские. И вот на манеже жеребец першеронской породы 2013 года рождения. Дисней де ля Бут, рожден во Франции от Оскара и Ванил де ля Бут. Принадлежит конному заводу «Роща» Саратовской области. Высота в холке этого жеребца 183 сантиметра. Обхват груди 245 и обхват пясти 31,5 сантиметра. Россия начала ввозить першеронов в 1891 году. И с тех пор это стала одна из любимых пород в России. Итак, великолепный Дисней де ля Бут. Наверное, самая крупная лошадь нашей выставки, которая заслуживает ваших аплодисментов. Везли издалека, напоминаю, он рожден во Франции, и сейчас он живет и работает производителем в конном заводе «Роща» Саратовской области. И это последний участник нашей конной выставки. Большое спасибо!